В афганском СМИ появилась некоторая информация с подробностями визита Талибан в Таджикистан. Саудовская Аравия присоединится к ШОС в статусе партнера по диалогу. Эрдоган заявил, что не позволит Западу втянуть Турцию в войну против России. Байден и его правительство выделит $690 миллионов на поддержку демократии и борьбой с автократией в мире. Афганская газета «Хашти Субс» раскрыла некоторые подробности визита представителя Талибан в Таджикистан со ссылкой на свои источники. Власти Таджикистана пока эту поездку талибов не комментировали. По данным газеты, на прошлой неделе делегация талибов во главе с руководителем финансового отдела МИД Афганистана Мухаммадом Мусо побывала сначала в Душанбе, а затем в Горно-Бадахшане по деловой визе. Не сообщается, сколько представителей талибов приехали в Таджикистан вместе с Мухаммадом Мусо, но источники газеты говорят, что делегация талибов в эту страну ездила для переговоров с властями Таджикистана, основной целью которых был переход консульства в руки Талибан. Целью визита делегации талибов в Таджикистан были переговоры о передаче консульства Афганистана в Хароге талибам. Неясно, достигли ли стороны предварительной договоренности о передаче консульства или нет, пишет издание. Подчеркивается, что основу для этого визита в Таджикистан создали ряд бывших дипломатов Афганистана. В МИД Таджикистана пока не объяснили визит представителей талибов в Таджикистан. Как пишет информагентство «Азия Плюс», в посольстве Афганистана в Таджикистане в телефонном разговоре с ними категорически опровергли визит представителей талибов в Душанбе, но сказали, что визит талибов в Бадахшан – это другое дело. Однако никаких подробностей не сообщили. Информация о том, что талибы побывали в Таджикистане, появилась 25 марта. Об этом в своем твиттер написал официальный представитель МИД Афганистана Каххур Балхи. Саудовская Аравия решила присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества в статусе партнера по диалогу. Соответствующее предложение было одобрено правительством королевства в среду, 29 марта. Об этом сообщает агентство СПА. Статус партнера по диалогу является шагом к полноправному членству в организации. Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Эр-Рияд в декабре 2022 года. В рамках визита между Саудовской Аравией и Китаем было подписано всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не позволит Западу втянуть его страну в войну против России. Об этом он сказал в интервью телеканалу Ахабар. Если бы не наши усилия за последние 2 года, то западный клуб втянул бы Турцию в войну против России. Пока мы здесь, мы не допустим этого, сказал Эрдоган. Президент добавил, что страна по-прежнему собирается быть посредником между Россией и Украиной. Определенно надеюсь, что ситуация между Россией и Украиной закончится при серьезном и решительном посредничестве, сказал он. Президентские парламентские выборы в Турции назначены на 14 мая. Главным соперником Эрдогана станет единый кандидат от турецкой оппозиции, председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдар-Оглу. Президент США Джо Байден объявил, что его правительство потратит $690 миллионов на продвижение демократии и борьбу с распространением авторитаризма в мире. Глава Белого дома сказал об этом на международном саммите демократии, который возглавили Соединенные Штаты. Байден пообещал вложить эти средства в борьбу с коррупцией, поддержку свободных выборов и развитие технологий, необходимых для работы демократических правительств по всему миру. Я уверен, что это основной вызов нашей эпохи, и сегодня мы можем с гордостью сказать, что демократия по всему миру становится сильнее, а не слабее. Автократия в мире становится слабее, а не сильнее, заявил президент США. В саммите, основная часть которого проходит виртуально, принимает участие 120 стран, а возглавляет его в этом году вместе США, Коста-Рика, Нидерланды, Южная Корея и Замбия. Байден уже не впервые повторяет тезис о том, что в последнее время демократия в мире укрепляется, а автократия ослабевает.
В числе прочего, он упомянул об этом в своей традиционной речи о положении страны в феврале. Но многие ставят под сомнение это утверждение на фоне значительных проблем с демократическими процедурами во многих странах мира.